Всім прывітанне. Гэта стартапніца. Тут мы размаўляем пра праекты смелых беларускіх прадпрымальнікаў і пра дзёрзкіх інвестараў, якія не баяцца ўкладаць у іх свае грошы. Юлія Няхай, як заўжды ў нашай студыі. Прывітанне, Юлія. Привет. А наша сённяшняя госця таксама Юлія. Гэта Юлія Лакаткова, CEO стартапаў Pinkfin і Open Business. Прывітанне, Юлія. У Юліі была такая падзея ў мінулым годзе. Яна з'ездзіла і правяла некалькі месяцаў у Нью-Йорку на акселератары старта. Мне здаецца, што гэтае слова ўжо гучала ў нашым эфіры не так-то і даўно, але тут мы маем абсалютна эксклюзіўнага чалавека, які там пабываў, які нам можа распавесці, што гэта такое і як гэта працуе. Юлія, што гэта такое, як гэта працуе? Паша, старта — это американский акселератор, который организован, скажем, выходцами из бывшего СНГ, ребята из России, организовали очень классное комьюнити в Нью-Йорке, которое принимает стартапы и концентрируется на стартапах из Восточной Европы, хотя и не только, что здорово помогает действительно нам, которые никогда не ступали на землю США, приехать, быстро адаптироваться и приступить к работе в комьюнити, где уже есть какие-то наработанные связи, где есть выходы на нужных людей, где есть необходимая экспертиза и даже персональные уроки английского языка. То бок стартап-акселератор нью-йоркский, але як бы свой. Да, именно концентрируется на рускаязычных стартапах. Ну, а вось на твоё меркаванне, гэта хутчэй плюс ці мінус? Усё ж такі круты рост можна прадэманстраваць, калі цябе кідаюць адразу ў нейкі асяродак, такі канкурэнтны, дзе ты не адчуваеш сябе ў зоне камфорта ўвогуле, да, і вось ты пачынаеш там барахтацца вельмі хутка, каб выплыць. А тут атрымліваецца руская мова, ну, як сказалі, як бы амаль свае людзі, да, выхадцы з нашых шырот, і чалавек, ну, ўсё добра, можна супакоіцца. Сразу видно, как ты учился плаванию. Ну, я так и не умею, дальше. На самом деле это плюс. Никто не говорит, что русскоязычные стартапы не конкурентоспособны. Между прочим, более трети стартапов-единорогов сделаны именно иммигрантами в США. Это очень показательная цифра. Мы знаем многих ребят, которые в США из Беларуси уже крепко стоят на ногах, АБЦД-раунды подняли и уже сами начали инвестировать. Поэтому среда конкурентная, это однозначно. То, что можно говорить по-русски, это скорее тоже плюс, чем минус. Все занятия, все коммуникации с инвесторами, конечно, ведутся на английском, но если тебе надо расслабиться или быстро переключиться, или что-то уточнить, узнать, это 100% большой плюс. Мы были в польском акселераторе, где такого плюса не было, и знаем, как это тяжело. Ты просто не можешь влиться в комьюнити, ты вроде посидел на занятиях и ушел. Это лишает тебя вот этой движухи настоящей, которая остается за кадром. Ты, в общем, не разговариваешь по-польски и идешь домой. А здесь ты чувствуешь себя своим. Ну и вообще, конечно, английский язык, он дает много там хорошие, но если у тебя нет супер хорошего английского языка, можно не переживать, все равно можно поехать в Штаты. Да, Юлечка, у меня вот такой вопрос. С каким именно проектом вы участвовали? Потому что вот среди тех публикаций, которые были в Беларуси про участие, про новый батч старты, упоминался и стартап Pinkfin, которым ты являешься его кофаундером, и Open Business, ты тоже кофаундер. И вот как эти стартапы между собой пересекаются, как появился Open Business? Напомню, пожалуйста, мы говорили об этом немножко. Да, вот расскажи, с чем вы участвовали в старте? В старте мы участвовали с Open Business, который на тот момент являлся неотъемлемой частью стартапа Pinkfin. Я напомню, как появился Open Business? Да, я напомню, что Pinkfin — это персональный финансовый менеджер, которым пользуются люди простые, и он помогает в одном месте агрегировать финансовые данные, твои расходы по карточкам, грубо говоря. Дальше люди пользуются им бесплатно, дальше эти данные анонимизируются и уже привязываются не к людям, а к точкам продаж. И мы знаем, кто сколько тратит денег в какой точке продаж, какие обороты примерные. Вот это Open Business. Это уже продукт для бизнеса. Мы ехали в старту с моделью B2B2C, и тут нас постигло обучение.
Обучение было касательно четкого позиционирования, когда инвесторы не хотят вкладываться в продукт сложный, двухступенчатый, где сначала надо запустить приложение, потом набрать пользователей, только потом у тебя будут данные. Это сложно, поэтому с помощью ребят из старта, с помощью локальных экспертов и вообще на другом рынке по консистенции мы нашли выходы в разные стороны для двух продуктов, поэтому Open Business — это сейчас продукт, который работает с другими поставщиками транзакционных данных для анализа, а PinkFin — это персональный финансовый помощник, у которого тоже появились новые функции, но сейчас проект скорее на паузе, и мы сконцентрированы именно на B2B-продукте, на Open Business. А можешь все-таки пояснить, вот в вашем случае, как вы могли развивать вот эту B2C-модель и почему вы решили сконцентрироваться на B2B? B2C-модель в Штатах B2B2C развивать было можно, просто это чуть более рискованно, не так прогнозируемо, как хотелось бы. Мы могли ее развивать, потому что 92% миллениалов в Штатах, то есть ребят нашего возраста, старше-младше, пользуются somehow, как они говорят, каким-то образом, персональными финансовыми менеджерами. Это приложения, которые предлагают инвестиционные продукты, сберегательные продукты, кредитные продукты, очень много разных типов. И PinkFin, как один из таких продуктов, мог тоже иметь свою аудиторию. Но это надо было сначала запустить PinkFin, потом собрать аудиторию, и только потом переходить, когда будет достаточное количество данных, к аналитике. Но поскольку таких продуктов много, мы теперь работаем в партнерстве с ними, устанавливаем связи для того, чтобы быстрее получить эти данные, обеспечить им доступ к дополнительному доходу. Грубо говоря, они все B2C-продукт, он сконцентрирован на ком? На нас с вами, на пользователе. И это очень круто, это его основная цель. У него нету цели как-то работать с этими данными, упаковывать их и потом идти к бизнесу. Это сложно, это отдельная вообще работа, разные компетенции даже, в принципе. Поэтому мы эти компетенции и предлагаем таким же продуктам, какой есть у нас. Вот у нас есть PinkFin, мы знаем, что это боль, и вот мы пришли. А как вот все-таки вы нащупали эту вот модель? То есть Старта вам помогла с какими-то экспертами по консалтингу и прочее? То есть вот... Наверное, это было. Наверное, это что-то из области космических связей всех людей где-то там, потому что, мне кажется, когда ты погружаешься в тему и непрерывно начинаешь вот не вариться, то рождаются вот эти новые нейронные связи, которые приводят к каким-то выводам. Сейчас кажется, что идея была настолько на поверхности все это время, но почему-то мы к ней не приходили. Все, мне кажется, во включении. Когда включена ты, когда ты постоянно слышишь новое мнение, когда тебе открыто говорят, нет, вот так, это рискованно, это не будет работать, твой мозг начинает думать. Хорошо, но что сейчас из себя представляет Open Business вот в плане цифр? То есть сколько у вас клиентов, партнеров, какие-то вы планируете коллаборации на ближайшее время? У нас сейчас скорее такой этап нового customer development, хотя платформа-то уже есть, и здесь были первые продажи. Customer development не в плане, как это продавать ритейлу, а где взять релевантные данные, то есть кому все-таки надо обращаться, к каким PFM-кам, у кого какая аудитория. И, собственно, сейчас это такой чистый бизнес-девелопмент для формирования партнерского кластера. У нас есть уже несколько letters of intent, письма о намерениях от ребят с европейскими PFM-ками. Сейчас переходим к американским фаундерам. Здесь на белорусском рынке без озвучивания имен и компаний у нас планируется тоже в этом году запуск с одним из финансовых институтов плюс платежной системой. Можна я пытанне задам? У мяне пытанне такое дзіўнае, відаць. Але чаму віза, напрыклад, як адзін з буйных аператараў пластыкавых картак сама не робіць такую справу? То бок вы, каб атрымаць гэтыя звесткі, мусіце пайсці да людзей, угаварыць іх стаць вашымі партнёрамі, зацікавіць іх, каб яны угаворвалі вас прыйсці да іх. А віза мае гэтыя ўсе дадзеныя, з якімі вы працуеце, проста так, таму што людзі карыстаюцца карткамі візы.
Я просто зараз не разумею, чаму гэты абсалютна Я щас чуть-чуть фінансавы уточню. гігант, да, ён сам не робіць гэтую працу і не распрацоўвае такі прадукт, каб гандляваць ім з іншым бізнесам. На самом деле у платежной системы нету привязки к точке продаж. У нее есть так называемый MCC-код. Это будет говорить о том, что транзакция произошла в ресторане или на автомойке, но конкретно на каком объекте этого не будет у платежной системы. Именно поэтому они предоставляют аналитику верхнего уровня банкам. Например, e-commerce рос так, транзакции в ресторанном бизнесе были такие и так далее. Такой информацией обладают банки. Каждый в отдельности банк знает свою аудиторию. Ну и вот наша глобальная концепция в том, что чтобы вообще обеспечить 100% охват рынка, надо договориться абсолютно со всеми участниками. Одного участника мало. Хотя, может быть, если это Bank of America, и у него 80% покрытия рынка, да. Но, опять же, это не бизнес банка. Вот уже много лет работаем с банками, и сейчас пообщались заново после возвращения. Конечно, каждый из них говорит, да мы думали о таком последние 5 лет, но никто еще не сделал, потому что это ресурсы, люди, компетенции, написать платформу, назначить ответственных и так далее. Гораздо проще быть партнером, получать от этого или доходы, или какие-то коллаборации, допустим, для корпоративных клиентов. Юля, это вот просто такая песня, все, что ты говоришь про эти коды какие-то и прочее, я ничего повторить не могу. Все зразумела, тому што Я тоже поняла, но повторить я не могу. людзі яны атрымліваюць менавіта з банка выпіскі па там ці могуць пайсці і замовіць выпіску па руху сродкаў на сваёй карце. Вось там будзе напісана, правильно, што я там набыў малако у Рублёўскім, які месціўся там, з нумарам такім-то, умоўна кажучы, па такой-то адрасе. Для мяне адкрыццё, што віза не мае такіх звестак, але банкі, так, яны маюць такія звесткі. Атрымліваецца, што ваши асноўныя партнёры ў гэтым бізнесе — гэта банкі. На нашем рынке это наше собственное приложение, у которого уже большой массив данных, плюс банки, потому что других персональных финансовых менеджеров на нашем рынке нету просто, только PinkFin. Банки и платежные системы, не как поставщики данных, а с другими, скажем, маркетинговыми целями. А на рынке Америки, где много приложений, которые агрегируют финансовую информацию, у нас партнеров много. Не только банки. Не только банки, да. У Беларусі, прабач, 24 банкі. Мне здаецца, што не ўсе выпускаюць карткі, каб па іх рабіць 15. І гэта значыць, што трэба пайсці да ўсіх 15 банкаў. Як складаюцца гэтыя перамовы, як яны рэагуюць на тое, што вось нехта прыходзіць і кажа, давайте мы папрацуем з вашымі там звесткамі. На самом деле уже сменилась сама парадигма отношения к транзакционным данным. Если, когда финтех здесь начинал только запускаться, это было лет 5 назад, мне помнится, это было так трепетно. Вы что, наши клиенты, наши данные, ай-яй-яй. Потом банки стали сами ходить на хакатоны с выгрузками этих данных. Понятно, что они отвязаны от клиента. Это не нарушает никаких ни банковских тайн, ни закона о персональных данных. Это абсолютно легально в любой стране мира, даже в Европе, где GDPR еще тот. То бок, умоўна кажучы, мы ведаем, што нейкая колькасць кліентаў такого-то банка зрабілі нейкую колькасць пакупак у такой-то краме. Да? Але хто менавіта вот так вот правесці паміж людзьмі? Да, абсолютно. Мы это никак. То бок, яны самі зараз сталі зацікаўленыя ў тым, каб з гэтымі данымі нешта рабіць. Да. А чаму так? Вось традыцыйныя крыніцы прыбыткаў меншаюць, ці яны робяцца ў банкаўскім бізнесе, там гэтыя тлустыя каты, як казаў Лукашенко, больш сучаснымі? Я здесь сделаю акцент, наверное, на том, что банки тоже развиваются, цифровизация и так далее, становятся более открытыми. И речь не о том, что банки будут на этом зарабатывать. Скорее, они могут строить экосистему для корпоративных клиентов, которая наполнена не только кредитами, вкладами или банковскими гарантиями, но каким-то очень классным контентом, который действительно уникальный. То бок, прааналізаваўшы выдаткі сваіх кліентаў, яны могуць нейкім чынам улічваць іх у сваёй дзейнасці?
Смотри, это не про клиентов. Это, опять же, мы берем транзакционные данные людей, трансформируем их в бизнес-метрики. То есть это про то, что вот в кафе, которое здесь неподалеку, в день со средним чеком 8,2 белорусских рубля покупают 1500 белорусов. Таким образом, оборот точки продаж в месяц примерно вот такой, а у кафе через дорогу вот такой. А сюда ходят девочки возраста 24-35, а вот туда мальчики от 40 и старше. И это интересно корпоративным клиентам банка как информация для построения вообще глобальной бизнес-стратегии. То есть сейчас есть платформы, которые анализируют отзывы в интернете и говорят, вот смотрите, это же тренд. На самом деле это же не тренд. Тренд — это продажи. Вот продажи есть, да, тогда тренд. А если нет, то это просто отзывы в интернете. То, что мы предлагаем, это уникальное решение в глобальном смысле. Это полностью изменит ландшафт маркетинговых исследований. Не надо больше делать мистери шопинг за сумасшедшие деньги и потом брать анкеты, заполненные студентами, которые никогда не ходили в эту точку продаж. Достаточно просто зайти на платформу, и там все есть. То бок атрымліваецца кліенты розных банкаў заходзяць у гэтую кавярню і ў гэтую кавярню. Гэтая кавярня абслугоўваецца ў адным банку, гэтая кавярня ў іншым банку, і той банк, які мае вось такі сервіс, ён можа яго прапанаваць гэтай кавярні як свайму кліенту і завабіць іншых кліентаў. Глядзіце, Точно. Мы як бы все, теперь я все зразумеў. Круто. Да, а у меня такой вопрос. Почему все-таки вы решили пойти на акселерацию в старту, а не, например, в ТЭК Минск, который уже поменял условия? Что-то это так с лица сменилось. Мы уже были в тех Минске, ты же знаешь. Окей, хорошо. В The Huge Sync вы тоже были, но тем не менее они не берут долю, они дают 50 тысяч кэшем, и это довольно-таки неплохие условия. Это польский рынок, который близкий. Вот как вот, почему возникла идея пойти в старту? На польском рынке мы очень хотели работать, но поскольку GDPR только формировался, не было возможности работать с транзакционными данными. Pinkfin запустить было невозможно, потому что там нету смс-ок, на которых он работает в СНГ, и не было OpenAPI, который есть в Штатах уже последние лет 15. Поэтому выхода не было. Когда мы изучили хорошо рынок США, мы поняли, что вот там и для Pinkfin есть поле для деятельности, и есть однозначный интерес со стороны бизнеса, плюс в Штатах есть замечательная ниша, которой нету в СНГ, это хедж-фонды, которые очень интересуются такими данными. Хедж-фонд, у которого есть розничная компания, ну, допустим, не знаю, сеть кофеин, он для так называемого daily трейдинга, ежедневных торгов, очень интересуется ежедневными объемами продаж. Естественно, кофейня ему этих данных не даст, только через квартал после закрытия года за год. Вот. А им надо сейчас знать, сдавать акции, покупать новые и так далее. То есть Штаты для нас супер идеальный рынок, и мы всеми своими средствами, усилиями и фибрами души держимся за него. То бок ваш прадукт змяняе не толькі, я не ведаю, стасункі паміж банкамі і кліентамі, але і сам тэмп вядзення пэўных бізнесаў. Да. Да? Калі мы можам атрымаць аналітыку кожны месяц, а не раз за год, і аналітыку больш дэталізаваную, можна, то бок той кавярні цяпер складаней, да? Яна мусіць кожны месяц дэманстраваць тым, хто В том числе. інвеставаў і нейкі рост, ці прынамсі стабільнасці, прынамсі станоўчую дынаміку, таму што іначай яны скажуць, Да. раней можна было раз за год просто прыйсці, сказаць, ох. А можно еще такой вопрос вот по поводу самой программы акселерации? Я знаю, что в этом батче был применен старт и новый такой подход, именно трекинг. За каждым стартапом был прикреплен трекер, который вот работал с ним непосредственно, помогал с нетворкингом и прочее. Вот расскажи, пожалуйста, с кем вы работали и чем вам помог этот человек? Я буду нескромной. Мне кажется, нам повезло практически больше всего. Нас выбрал локальный бизнес-ангел, его зовут Дэвид Юн, и он очень много усилий приложил к развитию нашей концепции. Сейчас мы работаем над подготовкой к питчу, выступлению в New York Angels. Это
группировка ангелов, которая входит в топ-10 самых активных бизнес-angel band в мире. Туда попасть на выступление очень непросто. И, наверное, возможно, только если есть какой-то референс. Ну вот у нас есть референс, у нас есть шикарный презентер, мой кофаундер, есть крутой питч-дек, подготовленный с помощью инвестора, но все это ничто, если не будет хорошей работы бизнес-девелопмента, и сейчас мы полностью над этим сконцентрированы. Я считаю, что модель классная. Насчет трекера. В принципе, трекерство — это распространенная практика, но у старты она сделана на новом уровне. Есть определенная заинтересованность трекера действительно вкладываться в команду, поэтому это супер, и нам, в частности, очень повезло. То бок трекер ад ментара адрозніваецца Ничем. магчымасцю, а ментор таксама можа ўкласціся на пэўным этапе возможно, да. То есть есть несколько статусов: ментор, трекер и адвайзер, но по факту, если Юля говорит про трекера, то вот нам повезло, это локальный инвестор, и вообще понимание локальной экосистемы жизненного цикла инвестиций в Штатах, это все пришло от него, и это круто. Але ён уже не стой, Юлія, ён уже не з той тусоўкі, якая заснавала стартапу, да? Стартап-акселератор старта, да? Нет, он абсолютно локальный Яны яго человек. подцягнули да сябе ў якасці менавіта трекера, ему это было цікава. Да, у меня вопрос, какие вообще вам ставил старта KPI? Что вы должны были сделать? Сейчас у вас уже закончилась ведь период акселерации? У нас продолжается акселерация заочная. Вообще бадж длится полгода, 3 месяца идет очная акселерация, 3 месяца заочная. KPI не всегда завязаны на ревеню, на доход, но всегда завязаны на трекшн, на какой-то рост, который мы должны продемонстрировать. В нашем случае это бизнес-девелопмент, поскольку мы работаем, скажем так, не с цветочными лавками, а с финансовыми институтами, к нам относятся с пониманием. То есть мы рассказываем о своих успехах, что мы сделали, к чему пришли. Главное достижение очной части — это было разделение продуктов, которое нам надо было протестировать, оно было возможно, и старта точно знала это сразу, вот мы сами к этому, они дали нам возможность прийти к этому самостоятельно. И сейчас цель бизнес-девелопмент, партнерство. У нас есть определенные цифры, мы, наверное, не готовы ими делиться, но половину мы так уже осилили, надо еще чуть-чуть за следующие 2 недели поднажать и до New York Angels там добежать уже с более весомыми результатами. А KPI вот на эти оставшиеся 3 месяца уже заочной акселерации. И как она вообще проходит? Что это такое? У нас по-прежнему остаются часы общения с менторами, с трекерами. Есть разные, скажем, категории экспертизы, например, продажи. Значит, у нас в неделю есть несколько часов возможности работать с командой продажников, которая говорит: этот скрипт убрать, этот подкорректировать, пишите не на почту, а в LinkedIn, туда ходи, сюда не ходи. Есть, допустим, персональный коуч по английскому, которая тоже постоянно не только работает над словарным запасом, акцентом, подачей, но и вообще очень много делает для улучшения презентации продукта. Какими словами сказать, как лучше повернуть, это очень важно. Вот над чем идеально работала старт, так это над презентацией продукта. Если в HugeSync презентация была достаточно вторична, то упаковывать, над упаковкой старта поработала очень классно, и действительно сейчас, когда открываешь нашу презентацию или вообще любые наши описания, конечно, есть над чем задуматься. Слухайте, у вас у камандзе, я так зразумеў, ёсць нейкі прэзентёр круцейшы за цябе. Да, я на самом деле по-английски не сильный презентер, я работаю над этим, но изначально у меня
наверное, 2 года до старта было понимание, что мы не едем в Америку только потому, что мой английский оставляет желать лучшего, а времени на его улучшение не так много. И действительно нам повезло, у нас появился свободно говорящий кофаундер, причем профессиональный селс, который работает на американском рынке с самыми там крупными брендами, которые заказывают аутсорсинг белорусский. И Вы его знайшлі тут, там? ну, мы его нашли тут, и ну, скорее благодаря рекомендациям нашего текущего фаундера Кирилла Волошина. То есть когда-то ребята работали вместе, и вот теперь у нас есть человек, который помогает, является нашим кофаундером, вообще вносит неоценимый вклад в развитие нашего продукта. Сколько вообще у вас вот человек работает над всеми твоими вот стартапами? На самом деле их ведь 3, но я так понимаю... Да, получается, что 3. 3, да. Street Voices вообще, он, как я так понимаю, сейчас не в разработке никак. На самом деле, после Нью-Йорка мы подумали, что вот в Нью-Йорке MTA, метро Нью-Йорка, его... Ну, мы сейчас так заочно, не отвлекаясь от основного процесса, одному из наших кофаундеров, не входящих в open бизнес никаким образом, поручили заняться работой с Нью-Йорком, потому что в Нью-Йорке музыкантов просто миллион. Окей, ну, тем не менее, вот сколько людей работает над 2 этими стартапами, PinkFin и Open Business? Получается, PinkFin сейчас в заморозке, вы его вообще никак не развиваете? Он не развивается, у него это готовый продукт, он и так есть, им и так пользуются, его постоянно каждый день скачивают сотни людей. Но на американском рынке мы пока решили его сильно не разворачивать, хотя как часть стратегии для, опять же, получения данных он у нас значится. Но PinkFin, он и так есть, а надо получить подтверждение, что другие игроки рынка готовы делиться данными. Вот ну, тут такие задачи. У нас в общей сложности 10 человек, но поскольку CTO и SEO совпадают, именно поэтому было принято такое решение. Наколькі Нью-Йорк адрывае ад ну, вось от Беларусі плённай працы над сваім праектам, Таму што як паглядзіш фільмы Вудзі Алена, якія ў вялікай сваёй колькасці ў Нью-Йорку і пра Нью-Йорк, так там працаваць увогуле немагчыма. Усе ходзяць з рэстарана ў рэстаран, тусуюцца ў цэнтральным парку і гэтак далей. Ну, наколькі ўвогуле лёгка проста для беларуса сканцэнтравацца на працы, калі ты трапляеш у такі абсалютна іншы сусвет, у мегаполіс памерам там з 1,5 Беларусі. Ты видела вообще Нью-Йорк за это время? Наверное, мой Инстаграм ответит лучше меня. У меня там 4 поста, наверное. Один из них «Voice of America». За 3 месяца 4 да. поста. Вот так. На самом деле я для себя приняла решение, что надо сделать все, чтобы приезжать в Нью-Йорк в любое время, а не только вот сейчас в эти 3 месяца быть туристом. Мы туда приехали делать бизнес, и, честно говоря, кроме Уолл-стрит, которая и так на Манхэттене, и Центрального парка в один из выходных, мы никуда и не ходили. Мы, дарэчы, паставілі на вокладку гэтага эфіра вельмі правакацыйнае фото з Уолл-стрит. Интересно. Да. Думаем, что оно притягнет додатковую цікавость. А вот такой еще момент. Расскажи вот что-то такое интересное на тему выхода из зоны комфорта. Вот я, по-моему, это вспоминала уже один раз. Когда я общалась с Яшей Бута, тоже вот белорусский стартап, Stringers Hub, он говорил, что для него таким мощным выходом из зоны комфорта было то, когда необходимо было посещать отраслевые конференции. Они, по-моему, были там чуть ли не каждые 2 недели. И вот момент именно, когда у тебя не такой хороший английский, ты не можешь зайти с какой-то хорошей шуткой и прочее. То есть ты постоянно вот превозмогаешь себя. В чем состояло вот это вот выход из зоны комфорта у тебя? То же самое, что и у Яши. У меня, наверное, сейчас у него английский получше, но примерно на одном уровне мы с ним, потому что пересекались, опять же, в Нью-Йорке. Первый месяц мне было очень сложно. Да, я ходила на занятия, я слушала, я однозначно могла отвечать, но вот так вот пойти на переговоры, сесть
с локал-спикером и час поддерживать беседу, я не могла. Но там я познакомилась с одним подкастером финансовым. У него очень драматическая история к тому, как он пришел к финтех-подкастам. Наверное, это... Ну, у него была травма, и после этого он заново учился говорить, и вот, ну, за счет того, что учился говорить, он раньше никогда не занимался ни журналистикой, ничем, вот это к нему пришло. Это было для него ежедневная работа над подкастами, это как зарядка, как терапия, да, замечательный человек, и мы подружились, он меня пригласил просто поболтать в студию, естественно, не в микрофон, потому что это все надо на английском. И вот я пришла, и все равно ощущение студии и того, что надо час поддерживать беседу, оно как-то меня взяло и поломало. И нормально. Потом по итогу 2 часов я сказала: Джо, ну фантастика, я никогда 2 часа просто по-английски об отвлеченных темах не разговаривала. Класс. Да, Апошні раз, калі я 2 гадзіны запар размаўляў па-ангельску, я вельмі стаміўся. Да, это утомляет, Потому что конечно. просто увесь час ты думаешь, что сказать, и не свободно. А скажи название подкаста про финтех. Название подкаста конкретно моего друга Джо Сиракузы «Bank on IT». И есть у него же классный подкаст «Before A». Это предполагает, что это before, да, вот вроде как взять сид-раунд это легко, а потом как его хорошо потратить и показать вот эти все показатели, которые помогут привлечь раунд. Он приглашает реально крутых героев и из реально крутых финтех-стартапов всего мира, и они ему рассказывают, как они вот это превозмогали свое before A. Как вы превозмогаете? Стартапницу робить там у Злученых Штатах. Да. Да. Как у вас дела с Before A? У нас еще Before Seed. Ну, все хорошо, мы собираем раунд. Сейчас у вас оценка уже больше 2 миллионов. Ну, мы уже Seed собираем под 3,5, к счастью. Поэтому, да, мы его собираем, у нас есть софт-коммитменты, и мы работаем над этим. Вы хотите привлекать инвестиции именно США, американские бизнес-ангелы? Ну и фонды какие-то по возможности. Это не ограничивается штатами. Конечно, лучше получить все деньги где-то в одном месте, а вообще лучше еще и от одного человека, но также чудес не бывает. Все хотят диверсифицировать свои риски, поэтому синдикативное инвестирование — это наш вариант. В такие моменты я, звичайно, починаю суммовать. 2 миллиона, 3,5 миллиона. Ну, окей. Ладно. Жаль, нельзя обменять в обменнике, да? Ну, увогуле, да, гэта не... Адзінае, што мяне суцішае, да, гэта не пачка грошай на столе, которую ты можешь взять и в любой момент забрать. Это американский рынок. Вот Visa на днях купила стартап, тоже финтех, за 5,3 миллиарда. 5,3 миллиарда! Вы подумайте, сколько у нас ЗВР. Ну што, насамрэч 35 хвілінаў стартапніцы амаль скончыліся. Калі ёсць нешта яшчэ, Юлія, што ты хочаш запытацца, і Юлія, што ты хочаш сказаць, самы час гэта рабіць? Нейкае напутствие, можа быць. Каму варта спрабаваць трапіць на старту? Я ўжо зразумеў, што ваш узровень англійскай мовы стартавай цяперашні мусіць быць проста хаця б які-небудзь, то бок не трэба заганяцца і камплексаваць, таму што стартап рускамоўны, там да таго ж яго падцягнуць у працэсе. Ну, а вось хто мог бы падумаць пра тое, каб зараз наладзіць контакты, пачаць наладжваць контакты со стартой? Мне кажется, подумать могут все, у кого есть крепкая команда и четкое видение того, что они делают, и цели. Без команды не имеет никакого смысла, без четкого видения, четкое видение где-то еще могут подправить. Но если есть люди, которые готовы с вами махнуть на тот самый берег, остаться там, если вы верите друг другу, если вы готовы вместо того, чтобы кататься вокруг статуи свободы день и ночь вкалывать, то вполне себе можно пробовать, независимо от уровня английского. Не вельмі, як бы это сказать, оптимистично. Это не Скрудж Макдак, который ныряет в свое сховище с золотом, а про
пот і слёзы, да, але тым не менш. Сябры, госцей нашай сённяшняй стартапніцы была Юлія Лакаткова, CEO 3 стартапаў. Адзін з іх Pinkfin зараз у лёгкай замарозцы, другі Stilt Voices. Мы, дарэчы, размаўлялі год таму і больш паразмаўлялі год таму у стартапніцы пра Stilt Voices, прысвечаны вулічным музыкам. Ну, зараз таксама на лёгкай паўзе, а Open Business развіваецца і развіваецца імкліва, не ў апошнюю чаргу, дзякуючы нью-йоркскаму акселератару старта. 3 месяцы Юлія і яе каманда, я так разумею, да? Правялі ў Нью-Йорку, зараз працягваецца завочная акселерацыя. Усё гэта мы абмеркавалі за 35 хвілінаў стартапніцы. Дзякуй вялікі, Юлія. Спасибо, ребят. Пришла Юлія Лакаткова, Юлія Нехай, Павел Свердлоў. Да пабачэння, пачуемся праз тыдзень.